Здравствуйте! Вы смотрите «Вестник Русского географического общества» и я его ведущий Рустам Серзидинов. Сегодня я приглашаю вас в путешествие на Алтай. Этим летом экспедиция башкирского отделения Русского географического общества побывала в этих чудесных местах и проехалась по следам Николая Рериха. Как скажут Алтай, так вздрогнешь. Сердце лизнет до боли мгновенное горячее чувство. Красиво. Очень красиво. Эти слова Василия Шукшина о своей малой родине Алтае. Само название Алтай с тюркского означает «золотая гора». Алтайские горы считаются одними из самых древних на Земле. Более 200 тысяч горных, хрустально чистых рек омывает их. В этих краях экспедиция Николая Рериха искала таинственную дорогу в мистическую страну Шамбалу, которая считается основным центром противостояния злу и темным силам на Земле, а также первоисточником знаний и огромной духовной силы. Члены Уфимского спортивно-патриотического клуба имени Сергея Тимофеевича Аксакова и Башкирского регионального отделения Русского географического общества в составе 10 человек отправились в конце мая 2019 года в путешествие на Алтай. Команда проехала на своих автомобилях более 4000 километров. Часть маршрута проходила по пути следования экспедиции Рериха по Горному Алтаю в 1928 году. Многие считают Республику Алтай и Алтайский край одним и тем же регионом, хотя на самом деле это разные субъекты нашей страны, расположенные по соседству. Он находится на стыке 4 обширных государств – России, Китая, Монголии и Казахстана. По пути заехали в старинный город Бийск, история которого насчитывает более 300 лет со дня образования. Сегодня это крупный научный и промышленный центр Южной Сибири. Наше изучение Алтая началось с музея Чуйского тракта. 26 мая 2022 года Чуйский тракт становится дорогой стратегического значения, дорогой номер 1. Связано это было вот с чем, что еще накануне, в 2021 году, в ноябре 2021 года, когда шла война, тем не менее в Москве Владимир Ильич Ленин принимал делегацию из Монголии, которую возглавлял Сухобатор. После их переговоров будет подписано первое мирное соглашение между Советской Россией и Монголией. Чуйский тракт, который начинается с Бийска, это дорога, которая вошла в число 10 лучших автодорог мира. Строилась она почти 60 лет. И трагическое, и прекрасное на этом пути всегда очень тесно переплетались. Эта дорога протяженностью 953 километра проходит через весь Алтай до границы с Монголией и далее уходит в Китай. Сегодня это самый короткий путь из России в Монголию. Одна из красивейших дорог мира, уникальна еще и тем, что на протяжении небольшого расстояния проходит через 4 природные зоны – от леса-степи до каменистой пустыни. Днем приехали в знаменитый курорт Белокуриху. На следующее утро мы продолжили свое путешествие по прекрасному Чуйскому тракту. Чем дальше по Горному Алтаю, тем все больше удивления и восхищения. И уже не только природа вокруг, но и подзабытые живые картинки. Отары овец, табуны лошадей, стадо коров, распаханные поля, зеленеющие всходы яровых. И вся эта картина продолжалась на протяжении всей дороги. Небольшие по размерам поля, зажатые с обеих сторон горами, тянулись по долине, переходя иногда по очень крутым косогорам. Несмотря на эту крутизну, вся свободная от скал земля была аккуратно распахана и посеяна. Как тут не воскликнешь? Слава неутомимым земледельцам и животноводам Алтая! Интересен тот факт, что до революции алтайские земли оставались вотчиной императорского двора. И масло из горных долин, и алтайский мед, и орех кедровый – все, чем богат Алтай, попадало в Зимний дворец.
Наша туристическая база расположилась у слияния двух бурных рек – Коксы и Тюгурука, недалеко от районного центра Усть-Кокса. Напротив находится гора Камза. Уймонская долина. Всего подобных межгорных долин в Горном Алтае 4. Есть еще Канская, Курайская и Чуйская. Уймонская долина находится на высоте почти 1000 метров над уровнем моря и тянется между Теректинским и Катунским горными хребтами на протяжении 35 километров, а ширина долины составляет от 8 до 13 километров. У самого ее начала расположен районный центр село Усть-Кокса. Район заселен людьми разных национальностей. Основные жители – алтайцы. Археологи нашли в этих краях стоянки древних людей. Исследования ученых доказывают, что первые люди появились здесь 200 тысяч лет назад. Уймонская долина первоначально была заселена жителями из племен кыпчагов и тодошей. С конца 17 века здесь стали заселяться русские. Своеобразная группа населения долины – раскольники, которые пришли сюда для сохранения своей веры и старорусского уклада. Еще говорят, что потомки искателей Беловодья живут именно здесь. В Уймонской долине есть древнее село Верхний Уймон. Само название села Уймон и сама Уймонская долина происходят от древнетюркского слова «оймон», которое переводится как «10 мудростей». Вот она, первая мудрость, прямо на переходах. В Уймоне заходили в ограду так. Они скажут: у нас нет воротчиков, у нас есть переходчики. И ворота не надо закрывать, и скотина никакая не зайдет. Село было основано еще в 17 веке. Верхний Уймон был конечным и основным пунктом поездки Рериха на Алтай. Там мы познакомились с Раисой Павловной Кучугановой, хранительницей музея уймонских староверов, автором книги «В поисках Беловодья», посвященной богатейшему пласту русского духовно-культурного наследия. У алтайцев есть такие замечательные слова. Человек человеком богат. Голодного накорми. В печали разговори, человек тебя не объест, не обопьет. Тебе Бог больше даст, а если нечем? Нечем, хлеба дай. Хлеба нету, кваса дай. А кваса нету, водой да приветь. Хоть какого человека приветь, скажи ему доброе ласковое слово. Ласковое слово самому ничего не стоит, а вот другому много дает. А вот острое слово сердцу больно. Лишнее слово досаду приносит. Лучше ногою запнуться, чем языком. Продержи язык в беседе, а сердце в гневе. Чудна Русь, говорим мы сейчас, когда добираемся таких окраин, как Верхний Уймон, где многое, в том числе богатая и крепкая, душа человеческая, остались в целости и сохранности. Алтайцы-аборигены. У меня самое уважительное отношение к этому народу. Они последние тебя отдадут. Вот такие это люди. Они же отмечают, у русских храм – это церковь, а у нас храм – это природа. Природа – самое уважительное отношение к природе. Прежде чем войти в лес, они скажут: лес, батюшка, благослови в тебя войти. Какую ты меня впустил, такой выпусти. Береза, матушка, благослови под тобой посидеть. Устала, не надо говорить. Говори что-нибудь. Они мне придумали. Говори: ух ты, из себя, а устала в себя. У них не принято говорить плохое настроение, такого слова они не знают. Если как-то не по себе, они скажут: ну, сегодня у меня что-то не так. Вот, что-то они не так. И пойдут к речке, умываются, говорят: бережок ты, батюшка, речушка ты, матушка, как ты моешь, омываешь крутые берега, желтые пески, пенья, коренья, желтые каменья. Смой, сполощи с меня страхи, уроки, переполохи. Это старая русская деревня. Вот как. Они себя киржаками не зовут. Они себя не зовут ни староверами, ни старообрядцами, а скажут про себя: стариковские. Стариковские или добрые. Мы для них мирские. Как бы ни преследовали, сажали за веру, за крещение, за моление. А они бы все равно остались. Я скажу вам, этот народ немало пережил. До 30-х годов это была большая деревня. Здесь было много двухэтажных домов, лавки печеньных, Малковых, печеньный сырзавод. Торговали с Монголией, Китаем, привозили сюда товары на верблюдах. Пришли колхозы, разорили, прах разорили всю деревню. Вот так эти люди. У нас ушло на фронт из Уймона больше 200 человек. 200 ушло, 29 пришло.
душе у этих людей было беловодье. Беловодье. Что такое беловодье? Ходили, искали беловодье. И Атамановы, и Бочкаревы, и Огневы. В деревне была вдова Соколиха, она была не молода. Она ушла с 2 сыновьями искать беловодье. Долго весточки-то не было. А потом пришла, досказывала, живу хорошо. Где живет, не сказывала. Поняли люди, нашла беловодье. А Фёкла Семеновна говорила так: есть оно беловодье-то, есть. Искать его только надо. Место-то широко, между Бухтармой до Китая. А дойдут туда не все. Дойдут только праведно душой. Случалось, доходили. Верхний Уймон – конечная точка путешествия Рериха по Горному Алтаю. Это малоизученный период центральноазиатской экспедиции Николая Рериха. Жена его, Елена Ивановна, писатель и музыкант, тоже наравне со всеми переносила все тяготы экспедиции. Жили они в двухэтажном доме лучшего знатока потаенных мест Алтая, проводника Вахромея Атаманова. Сейчас там и находится музей Рериха. Усадьба Атаманова, село Верхний Уймон, у которого в 26 году во время своей знаменитой центральноазиатской экспедиции останавливался великий русский художник, ученый, путешественник Николай Константинович Рерих. Прожил здесь 12 дней, обследовал все Прикатунье, изучал культуру, быт старообрядцев, которые жили в этом селе, записывал сказания, легенды, изучал, какие руды, породы, минералы есть на Алтае, изучал алтайские травы, собирал семена, гербарий. И местные жители рассказывали, что сколько здесь работала экспедиция, они видели постоянно Николая Константиновича с мольбертом в руках или с блокнотом, он постоянно что-то записывал. И это село, оно до сих пор хранит прекрасную память об этих людях. И, как говорили местные, мало пожили, да много добра сделали. С 1923 по 1928 год Николай Константинович Рерих руководил Центральноазиатской экспедицией, целью которой было обследование малодоступных районов Центральной Азии. Было еще несколько основных задач, совсем других, более глубинных и не подлежащих широкому оповещению, имевших решающее значение для эволюции человечества. И все же считается, что основная задача экспедиции – это поиск мистической страны – Беловодья. Некоторые называли ее страной белых вод и высоких гор, другие – страной светлых духов. Издревле многие стремились ее найти. Сибирь и Алтай вызывали у Рериха особый интерес. Он считал, что духовное возрождение нашей России придет из Сибири, с Алтая. В своем дневнике он написал: «Этот великий горный мир, малоизмененный цивилизацией, есть своеобразный музей под открытым небом. Только бы постучаться в двери этой красоты без угроз, без оружия, без грабежа». В надежде увидеть древний памятник алтайской культуры в форме каменной статуи мы приехали в алтайский аил Курунда, что расположился у самого подножья Теректинского хребта. Как только стали въезжать в деревню, полил дождь. На улицах никого не было, чтобы спросить о статуе. Проезжая мимо Дома культуры, на крыльце под навесом увидели 3 подростков, познакомились с ребятами, они оказались открытыми и общительными собеседниками, приехали на каникулы к родственникам из райцентра Усть-Кокса. Спросил их, что они будут делать, когда закончат школу. В армию пойдем. Потом, молодцы. Потом дом строить, Да. а потом жениться. Молодец. Я то же самое. То же самое. Я тоже то же самое. Чтобы дойти до этого древнего алтайского памятника, надо было пройти пешком десятки километров, да еще под дождем. Мы решили оставить это на следующий год. К тому же спешили в аил Катанда, где находится этнографический музей алтайцев. Этот небольшой музей организовала Зоя Тырыновна Музыкова, известная в республике учительница. Сейчас она уже на пенсии. Экспонаты размещены в нескольких шестигранных постройках, внешне похожих на юрты. Подобные сооружения стоят во дворах алтайцев вместо летних домиков. Зоя Тырыновна с искренним удовольствием рассказывала нам о быте и культуре алтайского народа. Тут было бы очень большое государство. Вот это вот картины, вот
вот эти вот, посвящены этим народам. Это жили люди-тюрки. Оказалось, что многие экспонаты здесь были знакомы с детства. Все-таки из глубин веков доходят до нас тюркские корни. Это просматривается не только в домашней утвари, к примеру, деревянный чан со ступой, в таких у нас кумыс готовят, но и в названиях населенных пунктов: Акташ, Кызылташ, Курай, Карагай. Алтай является местом мощнейшего потенциала положительной энергии. Попадая в эти земли, ощущаешь некую сакральную связь, соединяющую время и пространство. Еще с древних времен люди находили в Алтайской земле что-то большее, чем леса, реки и горы. В Горном Алтае много так называемых энергетических точек, то есть таких мест, куда люди приезжают подзарядиться природной силой. В этом отношении знаменитая гора Белуха на особом счету. Высота горы 4506 метров. Интересно еще и то, что Белуха находится на равноудаленном расстоянии от 5 мировых океанов. Мы же довольствовались видами чарующей вершины горы только издали, со смотровой площадки у села Тюнгур. В деревне Тюнгур находится мемориал, самая большая на Алтае братская могила участников гражданской войны. Здесь покоятся 144 бойца Алтайского красногвардейского отряда и его командира, храбро сражавшегося и геройски погибшего большевика Петра Сухова. Его еще назвали Алтайским Чапаевым. Это было время, когда белые рубили красных, красные рубили белых, и те, и другие хотели лучшей жизни России. Но мы не должны забывать и эту трагическую страницу нашей истории. Не одно поколение советских школьников воспитывались на героизме этих красногвардейцев. Далее мы двинулись вдоль реки Катунь в поисках места, где находятся так называемые каменные бабы. Наши джипы не без труда преодолевали каменистые горные речушки, крутые склоны и не растаявшие ледники. Главное правило посещения мест силы заключается в том, что приходить сюда нужно только с чистым помыслом и душой. Считается, что злым и агрессивно настроенным людям не стоит ехать. Отрицательные силы, наполняющие их естество, будут обращены против них же самих. Мы же, аксаковцы, настроены всегда позитивно. Поэтому, путешествуя по Алтаю, мы чувствовали себя очень комфортно. Таинственная долина, ради которой мы преодолели такой сложный путь, открылась перед нами. С двух сторон красивейшие горы, уходящая вдаль Катунь. Здесь мы обнаружили каменные изваяния, возраст которых около 2000 лет. Каменные бабы являются воплощением образа древнего воина, хотя названия «каменные бабы» могут ввести в заблуждение. Все эти изваяния удивительно индивидуальны и похожи на древних людей, живших на Алтае более 1000 лет назад. Отсюда до подножия горы Белухи около 100 километров. По преданиям, именно в районе горы Белухи находится вход в легендарную страну всеобщего счастья и благополучия Беловодье. Здесь нам было легко и спокойно, будто что-то необъяснимое и завораживающее повисло над нами, над этой долиной, рекой, горами. Вполне возможно, что мы оказались под воздействием мощных энергетических потоков. Нечто подобное испытываешь, когда находишься на вершине горы Иремель. Повседневная городская суета отошла на дальний план, и день за днем мы входили в ритм природы.
наших друзей уже 7 лет приезжают на Алтай отдохнуть и принять мораловые ванны. Моральник – место, где содержатся моралы и где принимают процедуры туристы. Нам удалось не только посмотреть, но и снять процесс обрезки рогов у моралов. Пастухи загоняют из вольера в узкий коридор 2-3 рогатых оленя. Затем по одному пропускают через клетки к месту обрезки рогов. 2 человека с 2 сторон фиксируют голову животного, а третий в этот момент быстро отпиливает обычной ножовкой рога у основания, после чего испуганное животное пулей вылетает снова в вольер. Оставшиеся 4-5 сантиметровые корешки рогов впоследствии отпадают, а вместо них к весне вырастают уже новые рога. Почему обрезка происходит вручную, а не более быстрым способом, к примеру, болгаркой, ветеринарный работник пояснил: болгарка греется и причиняет боль животному, а ножовка – более щадящий инструмент. Больно ли моралам? Нет, еще раз скажу, это шокосостояние у них 5 секунд всего. Почему? Потому что они, вы видите, как очень быстро пилят, и квасами они вот это замазывают. Ну вот некоторые там как бы от страха того, что их загоняли. Далее из рогов либо выпаривают кровь для приготовления различной продукции, либо замораживают для последующего использования. Замороженные рога экспортируют в основном в Китай и Республику Корея. Побывав на Алтае и уехать, не посетив Шукшинский музей, было бы, мягко говоря, неправильно. Сростки – родина известного писателя, актера, режиссера Василия Шукшина. Именно Алтай служил источником его вдохновения. Неизмеримая мощь видится мне там, на родине. Та стойкость духа, которую принесли наши предки, живет там с людьми и доныне. Вот такие прекрасные слова Василия Шукшина мы прочитали в музее. Мы видели малую толику чудного Алтая, но уже планируем на следующий год вновь поехать в этот удивительный и таинственный край, чтобы увидеть и узнать еще больше, чтобы снова оказаться в плену таинственности и очарования. Это все на сегодня. Я с вами прощаюсь. С наступающим Новым годом и до встречи!